Роль женщины и матери-хранительницы домашнего очага. Тема новой выставки в Крымско-Татарском музее в Акмесджите. Здесь культура и традиции, обряды и обычаи представлены в одном зале. Каждый из этих предметов когда-то занимал свое достойное место в Крымско-Татарском доме. Элементы одежды как повседневной, так и праздничной, аксессуары и украшения, созданные ювелирами, чьи имена история уже не помнит. Мужские и женские пояса, головные уборы и многое другое. А самое главное, здесь можно увидеть, как выглядел сундук с приданым крымско-татарской невесты. Туда входило минимум 300 предметов. Например, у этого емен явлуха или чевре, платка, который использовали во время обряда никях, уникальная история. Вот этот чевре, емен явлух, он был использован в свадебном обряде. А вот рядом предмет, находящийся, который был выткан и изготовлен именно для этой задачи, свои функции не выполнил. Как мы это узнаем? Мы это узнаем тем, что этот предмет после вышивки обязательно в середине сшивался. Вот таким вот образом складывался, и большой платок превращался в небольшой платок, в котором вышитые углы сходили в одно единое, и таким образом создавался рисунок. В момент совершения никяха снимался вот этот вот средний шов, и платок приобретал большую форму, совершал свой обряд. Так как здесь шов не снят, значит, та девушка, которая подготовила непосредственно этот платок, вот этот платок, она замуж не вышла. Также частью приданого были головные покрывала щербенте. Это вот такие вот легкие головные покрывала, домотканые, изготовленные непосредственно дома, а затем уже на них вышит орнамент. Хочется сказать, что вот выставленные в экспозиции эти головные покрывала, часть из них она экспонируется впервые. Датируются они конец 19-го, начало 20 века. В старину в каждом крымско-татарском доме обязательным предметом был станок для ткачества. Ткачеству обучались и мальчики, и девочки. Говоря о ткачестве, наверное, это единственный вид искусства крымских татар, который не подвергся исчезновению. И в местах депортации, в частности, это женщины, депортированные из Судакского региона, после возвращения их мужей с фронта в места депортации, воссоединения семей, мужья опять-таки создавали эти станки, и жены на этих станках ткали. Некоторые наши хранительницы этих традиций и этих знаний рассказывали, что после того, как они укладывали семью спать, до утра они ткали небольшой килим, утром несли его, продавали и на эти деньги покупали хлеб. Таким образом они спасли своих детей, свою семью. Также на выставке представлена и старинная посуда, подносы и кувшины. Выставку можно посетить в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия.